Накануне в России впервые отметили День неизвестного солдата. Эту памятную дату учредила Госдума Российской Федерации 24 октября этого года. Как прошел этот день в Хангаласском улусе? В сюжете Виолетты Засимовой. Происхождение этой даты привязано к историческому событию. 3 декабря 1966 года, 25-ю годовщину разгрома фашистских войск под Москвой, прах неизвестного солдата перенесли из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе и захоронили в Александровском саду в Москве. Впоследствии мемориал посвятили всем воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны. Сегодня во всех населенных пунктах проходят у нас траурные митинги, возложение венков. И сегодня мы несмотря на холодную погоду, все равно проводим митинг в здании Центра культуры Саргыты УЛГТ, и будет возложение венка на кургане славы. С Хангаласского улуса на фронт ушли 2190 человек. Из них 193 человека до сих пор числятся пропавшими без вести. Я думаю, что патриотическое воспитание, которое в сегодняшний день набирает обороты, не придет к тому, что мы будем забывать свою историю. Уже неоднократно было сказано, что каждая война должна вестись до того момента, пока будет найден последний погибший. Мероприятия, приуроченные ко Дню неизвестного солдата, пройдут во всех регионах страны и станут еще одним напоминанием о героизме и мужестве советских войск во время Великой Отечественной войны. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК «Саха», Хангаласский улус.